что задачу строительства нового общества она сможет решить, только овладев всем современным знанием, умея превратить коммунизм из готовых заученных формул, советов, рецептов, предписаний, программ в то живое, что объединяет вашу непосредственную работу, превратить коммунизм в руководство для вашей практической работы. Все ценное в идейно-художественном отношении, книги, кинофильмы, спектакли и картины, скульптурные и музыкальные произведения становятся у нас всеобщим достоянием. Приобщение трудящихся к сокровищам культуры является величайшим завоеванием подлинной культурной революции. Только за 1965-67 годы в Советском Союзе издано около миллиарда экземпляров книг советских писателей. Открыто 16 новых литературно-художественных и общественно-политических журналов. Выпущено 520 полнометражных художественных, документальных и научно-популярных фильмов, опубликовано около 1700 пьес. Советская литература и искусство непрерывно обогащаются новыми и новыми художественными произведениями, поднимающими с партийных позиций важные проблемы нашей общественной жизни. Ряды писателей, художников, композиторов пополняет талантливая творческая молодежь. В художественном творчестве неизбежно многообразие стилей, приемов, жанров. Мы выступаем против попыток нивелировать индивидуальные особенности художника. Партия и народ желают только одного, чтобы художественные произведения отражали правду жизни, раскрывали величие героического подвига советского народа, воспитывали всех людей в духе высоких идеалов коммунизма и помогали им осуществлять эти идеалы. Конечно, это не исключает показа трудностей, отрицательных явлений, ошибок. Однако художественное изображение глубинных процессов жизни с его противоречиями, борьбой нового со старым, ничего общего не имеет с односторонним показом одних только теневых сторон, которые выдаются нашими противниками чуть ли не за вершину свободного художественного творчества.